Итак, друзья, здравствуйте! Это рубрика «Просто тех» о технологиях для всех. Как вы уже могли догадаться, сегодня мы снова в гостях у фильма. Сегодня у нас снова обновление. Я буду вам все показывать. И давайте не будем медлить, начнем. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Итак, первое нововведение — это страница для жалоб. С позитивной ноты, так сказать, зашли. Судя из названия, там можно записать какие-то недовольства, которые у вас вызвал билет в фильм. Если вы нашли какие-то ошибки, если вас что-то не устраивает, вы можете без проблем зайти на эту страницу, можете спокойненько сообщить то, что вас не устраивает, свою жалобу, она уйдет на осмотрение и ее исправят. Это сделано для того, чтобы оптимизировать исправление ошибок, каких-то недоработок. Если они вдруг обнаружены, вы можете спокойненько, как я уже сказал, о них сообщить, и они будут исправлены. То есть это повысит качество обслуживания именно вас и вашего любимого контента. Следующее нововведение — это добавление фотографии, то есть обложки, к каждой серии сериала. Это сделано для более качественного и быстрого ориентирования, ну и в принципе для визуала это очень сильно играет. То есть согласитесь, то, что на каждой серии, если у вас будет стоять своя обложка, ну это красиво и быстрее можно будет ориентироваться по обложке, спокойненько найти серию, которая вам нужна, ну и попросту это глазу приятней. Также говоря об ориентировании, теперь можно вбивать оригинальное название фильма, мультфильма, сериала, и оно у вас выйдет. Ну, для примера, фильм «Человек-паук». Ну, вы вбиваете «Человек-паук», у вас, естественно, выходит «Человек-паук». Это логично. Но вы можете написать в оригинале, например, «Спайдермен», та-та-та-та-та, что-то, какая-то там часть, и у вас оригинальное название, то есть с помощью оригинального названия вы сможете выйти на нужный вам фильм, если вы как бы привыкли искать по оригинальному названию, если вам так легче, то теперь такая возможность будет, и вы можете спокойненько искать, то есть вам будет легче ориентироваться в билет в фильме. Согласитесь, очень удобно. Также у нас обновление Kids Mode, так как безопасность ребенка для нас в первую очередь, то есть первоочередно, в приоритете, обновился именно вход в Kids Mode, то есть в детский режим. Если раньше к нам на телефон приходила смс с кодом подтверждения, чтобы выйти или зайти в детский режим, теперь же можно создать собственный пин-код. То есть вы создаете пин-код, и теперь с помощью своего пин-кода вам не нужно ждать никакие смс, вы можете спокойненько забить и зайти. Ну и попросту его поменять, если вдруг ваш ребенок очень такой смышленый и догадался, какой у вас код, подсмотрел, подглядел, может быть, где-то сам вообще весь билет в фильм взломал и увидел. Вы можете поменять пин-код, теперь без проблем все это можно будет менять, сколько вам угодно, когда вам угодно, не нужно будет ждать никаких смс-подтверждений. Благодаря этому безопасность вашего ребенка выходит на новый уровень. Мы думаем об этом и заботимся о вас и о вашей семье. Вот такое вот у нас вышло обновление. Небольшое, но продуктивное. Напишите свое мнение в комментариях. Также теперь вы можете написать не только у меня в комментариях, но и на странице жалоб, что вас не устраивает или что бы вы хотели добавить. Я буду ждать, и билет в фильм тоже будет ждать ваших комментариев о том, что вы бы хотели добавить или исправить. Поэтому бегите в комментарии. Ну а в любом случае на этом пока что все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, не забывайте про колокольчик, это важно. Так вы не будете пропускать новые и интересные выпуски. Не забывайте про старые, они также очень интересные. Рекомендую вам с ними ознакомиться, вы а то много теряете. Ну и увидимся с вами, когда увидимся. Бывайте. Бэкстейдж хотел бы я записать. Сегодня Алаши нету. Сегодня Байрам. Будем ждать Алаша в следующих выпусках. Бывайте. Все. Также теперь можно ориентировать... Кто мне звонит? Блин, ё-моё, не сейчас. Че я, блин, в смысле сбили меня?